Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует канал Валера и мои ножи. Сегодня очередной рабочий день. Сегодня вот такие работы предстоят опять. Это обточить рукоять на такой нож. Рукоять вот такая. Вот такой нож. Это вот такая работа пыльная сегодня. Я не стал показывать. Я уже показывал вам ее, как ее обрабатываю на гриндере. Ну вот так вот. Вот такой нож. Следующий нож, это у меня, я их называю, кухонный нож. Это вот с пилы. Я вам показывал. Вот, есть такая пила, которая пилит рельсы. Ну и вот с нее вот такой нож получается. Здесь вот выйдет один с этой заготовки, вот с хвостовиком, все. Вот такой вот. Еще я их в магазине фирма Катлер я выписал такую же, вот только она узкая, тоже пила пилить рельсы, советская еще. Вот цена ее 410 рублей на Катлере. Вот такая. Ее закалка ее 61-63 единицы. По шкале твердости, считаю, что очень металл крепкий, но хрупковатый. На излом его брать нежелательно. Ну вот так вот делаю вот такие вот ножи. Это больше я его не обрабатываю. Вот такой он и получается. Вот. Здесь будет вот больстер с текстолита. Вот такой. Такой вот текстолит пилит мне токарь круги. Ну вот такой вот будет. Вот он. Толщина его 2,2. Вот он уже наточенный, все. Вот такой нож. Ну и дальше у меня спрашивают, как выбираешь, пилишь капы и все прочее, как текстуру выбираешь. Ну это, я не знаю, как это ее выбирать, это просто по шишке, к величине. Если она вот здесь 10 сантиметров, то не будешь же ее пилить вот так вот, потому что ручка не выйдет. Вот и смотришь вот по ручке, вот здесь вот можно и вот так пилить, можно и так. Вот здесь она достаточно большая, то вот здесь 18 почти сантиметров, можно вот так попробовать. Сперва ее надо от дерева убрать. Ну вот здесь вот так отпилить, поглядеть, какой она будет здесь толщины. Ну должно хватить на несколько вот рукоятей. Это вот недавно я приобрел такую шишку. Это кап ольхи. Вот. Так. Теперь еще есть кап березовый или сувель. Получается, это вот такой вот, березовый. Вот. Вот его надо распилить, потому что, не дай бог, он там уже начал трескаться. Ну и вот тоже его выбирать тоже здесь вот выбираешь. Здесь вот тоже вот такая вот, как бы он с двух половинок. Тоже придется выбирать. Это, наверное, вот так вот, чтобы это вот распилить по ней, не портить. Ну и здесь вот тоже выйдет, должно выйти несколько рукоятей. Ну вот так и смотришь, а больше я не знаю, как его выбирать. Рисунок. Ну вот, я так вот делаю. Пилю где-то по толщина где-то их где-то 3,5, около 4, чтобы было это, ну куда, когда просверлишь, чтобы бывает чуть-чуть просверлишь неровно, ну, чтобы был разбег, ну куда можно точить больше, меньше. Ну вот такие вот появились у меня еще заготовки. Это вот такой вот береза, такая вот зейская наша. Вот. Ну а теперь покажу свои очередные работы. И вот рукоять, вот тоже, как я говорю, вот как ее выбирать рукоять, потому что может быть короста там всякая или каверна. Это я вот начал делать рукоять, ну, попытался. Вот такая вот. Это с ивы, талина, ива. Она большая, там шишки тоже очень большие есть и очень красивый тоже рисунок. Вот.
И вот начал уже так вот, выбрал здесь, и вот что получилось. Сперва здесь было вроде небольшое отверстие. Думал, ну, если небольшое, можно бокситкой залить с этой вот, со стужкой. Вот она, стужка уже тут с нее же. И все пойдет. Ну, а тут получилась она почти сквозная. Ну, может быть, и залью попозже, посмотрю. Потому что, вот, бросать такую тоже грех. Так что вот ручка так нормальная. Вот такие вот бывают случаи, так что можешь распилить, а в середине может вот такая вот быть история, потому что она же нарастает на чем-то. Бывает вот такая каверна или как ее там, вот так вот получается. Всяко бывает. Вот, можно сказать, уже готовая ручка, и вот так получилось. Ну вот, с ручками у нас все. Ну а теперь покажу свои очередные работы. Это вот как раз вот этот нож с пилы. Вот он получился. Вот такой кухонный нож, я их называю. Я не делаю ножные, ничего с ними. Вот такие вот. Это вот здесь, больше здесь я сделал с эбонита. Это вот эбонит тоже вот такой, но это тонковатый остался такой кусочек. Вот с него. Больше здесь вставка пластмассовая и рукоять здесь с капа ольхи. Рукоять здесь я не меряю, так примерно. Да, вот. 110 миллиметров рукоять. Вот такая вот. Тонкая она. Вот, вот такая вот. Для дома, для семьи, как говорится. Вот такой нож. Вот здесь она пропитана, обработана морилкой и натерта воском с льняным маслом. Тоже на несколько раз. И вот получилась вот такая вот рукоять, такой рисунок. Вот. Ну вот толщина здесь, я уже говорил, где-то 2,2 толщина пилы. Ну вот так вот. Вот такой нож получился кухонный. Ну а дальше у меня это охотничий нож якутский. Вот такой. Здесь сталь 95 Х18. Заводской закалкой 58-59 единиц по шкале твердости. Длина клинка здесь 135 миллиметров. Вот. Ширина здесь 29 миллиметров. Вот такой клинок. Вот. Обух здесь получился 3 миллиметра. Потому что здесь маленько, ну, идет же выпукло. И вот так вот сточенный. Вот такой вот получился нож. Вот под правую руку. Здесь с текстолита больше сделал, вставка пластмассы. Вот такая рукоять с карельской березы. Вот она обработана морилкой и воском с льняным маслом. Вот такая рукоять. Вот такой формы. И длина рукояти здесь 145 миллиметров просили. Ну, заказчик, вот такой нож. Вот такой. Ну вот. Ножны здесь тоже кожа фирмы Тавро. Толщина кожи 2,6-3 мм. Прошита здесь нитью плетеной вощеной миллиметровой толщины на 2 раза. Вот. Здесь вот волк, вставка пластмассовая вставлена. Вот так вот видно. Вот такие ножны. Подвес я здесь сделал двойной. Я уже вам показывал. Вот можно так. Можно вот на этом подвесе. Вот так. Свободный подвес на полукольце. Вот здесь хольнитены. Заклепки. Вот оно. Все. Вот такие ножны. И вот посадка здесь глубокая. Вот. Деться ему некуда. Тем более он маленько рукоять сделана также на конус чуть-чуть. И вот получился вот так вот. Вот такой нож. Охотничий нож якутский. Вот. Ну вот, на этом у меня сегодня все, товарищи. Творчества вам, здоровья, успехов во всех ваших делах.